Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова эпидобстановка в республике на сегодня? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется стабильным снижением. По сравнению с прошлой неделей количество случаев было на 20% меньше, чем неделя, которая была в начале февраля. За последние сутки выявлено 67 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что остаются высокими показатели в городе Якутске 29 случаев и в Мирнинском районе 12 случаев. Необходимо также обратить внимание на такие районы, как Тампонский, Усть-Майский, Аймиконский, в котором продолжает на настоящий момент выявляться большое количество случаев, и, соответственно, их оперативные штабы, учреждения здравоохранения и Роспотребнадзор работают над локализацией возникших контактов, над локализацией возникших проблем. В 7 районах у нас зарегистрировано от 1 до 5 случаев. За сутки проведено 1087 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 947 257 тестов. На 15 января 2021 года в республику всего поступило 42 412 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Новая партия вакцин в размере 15 130 доз поступила в субботу, 13 февраля. На настоящий момент учреждениями Саха-фармации и Министерства здравоохранения республики вся вакцина промаркирована, и, соответственно, мы начинаем ее передачу в медицинские организации. Сегодня, 15 февраля, является днем, по которым определен режим повышенной готовности на территории Республики Саха-Якутия. Указом главы Республики Саха-Якутия выйдет указ, по которому режим повышенной готовности сохраняется до 1 марта 2021 года. Приношу извинения. При этом непосредственно в самом указе будут определены ряд разрешительных мероприятий, своего рода послабления. К таким послаблениям прежде всего будет отнесено разрешение работы фудкортов при условии соответствующих определенных в указах в виде 50% вместимости в зале и расстояние между столиками до 2 метров. Кроме того, соответственно, будут разрешено использование банкетных залов при условии предельной численности посетителей не более 50 человек. При этом расстояние между ними также должно соблюдаться в размере 2 метров. Также необходимо обратить внимание на то, что разрешена будет работа букмекерских контор и выставочных мероприятий, которые на территории республики были ограничены. Кроме того, снимаются ограничения по режиму работы предприятий общественного питания, которые были установлены у нас в марте 2020 года. И вообще режим предприятий общественного питания возвращается в свой обычный доковидный режим. Однако при всех этих ограничениях, при всех этих послаблениях необходимо обратить внимание, что на настоящий момент в республике остаются меры, необходимые для самоизоляции для граждан пожилого возраста старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Остается масочный режим, режим соблюдения социальной дистанции, а также непосредственно не снят режим нахождения на удаленной работе более 50% от численного состава учреждений и организаций. На настоящий момент необходимостью не снятия режима, а продления больничных для непосредственно лиц пожилого возраста стал недостаточный уровень вакцинации лиц пожилого возраста на настоящий момент для того, чтобы, так как у нас до сих пор основной группой, которая оказывается у нас в тяжелом положении на наших койках больниц, являются граждане пожилого возраста, то они сегодня получают приоритет в получении вакцинирования от новой коронавирусной инфекции. И в зависимости от этого и будут сниматься и ограничения. Спасибо за внимание. Спасибо вам.